Ну что, у нас первый выпуск «Культурного перекрестка» в этом сезоне. Да. И мы решили начать его в Лабре совершенно не случайно, потому что вот сегодня как раз, Николай Владимирович, мы хотим поговорить о Лабре как о явлении, потому что понятно, что это производство, понятно, что это роскошный пейзаж, который радует глаз, но в последнее время это еще и радует тем, что здесь проходят очень такие статусные, качественные культурные мероприятия. Здесь недавно прошел вечер, где прекрасное завершение фестиваля Хибла Герзмава приглашает. Потом еще было музыкальное событие. И открылся музей. Для меня это вообще очень важно. Когда музей есть на территории, это совершенно другая история. Это о истории и о том, как эта история работает в современном пространстве. Поэтому мы хотели об этом сегодня с вами поговорить. Как вы к этому пришли? Знаете, всегда хотелось показать другой вид виноделия вообще. После того, как удалось покататься по миру, посмотреть мировое виноделие, я сразу скажу, я ничего нового не придумал. Да? На самом деле это теруарное виноделие, когда существует небольшой участок земли, на котором выращиваются определенные сорта винограда и делается определенное вино, за качество которого винодел отвечает лично сам репутацией, репутацией и, соответственно, деньгами тоже. Сама идея возникла давно, но для этого должно было сложиться много условий. И сошлись все звезды вот именно на этих землях в Лабре. Мои братья и я решили здесь сделать виноградник. Начиналось вообще с небольшого участка в 3,5 гектара. Знаете, человек все время хочет двигаться вперед. Потом даже не я, а вот братья мои ко мне пришли, давай сделаем еще 10 гектар, еще 2. Почему Лабра? Сначала начиналось все в Кутоле. Первые 3,5 гектара мы посадили в Кутоле прямо на приусадебном хозяйстве от моих родственников. Потом, когда решили расширяться, стали искать свободные земли, подбирать. Они же должны быть не просто свободные, они должны быть пригодны для виноградарства. Причем, конечно, где-то на подкорке какие-то идеи были сделать производство, но не было никакой финансовой возможности. И мы просто сажали сначала виноград в надежде, что когда-то что-то сложится, а пока будем... Это вот этот виноград, который мы сейчас видим, да? Это мы сейчас видим виноградник. На самом деле это был обычный лес. Сколько ему лет? Начали его сажать в 2015 году, 10 лет. То есть есть участок первый, первые 10 гектар, которым 9 лет. Ника, о каких сортах винограда речь идет, чтобы люди понимали? Здесь речь идет о 4 европейских сортах и одном гибриде, нашей любимой Изабелле. Я назову эти сорта. Это Каберне Савиньон, Мерло, Мальбек и Марселан. И Изабелла. Сейчас мы посадили еще 3 европейских новых, одно шардоне, старый сорт белый, и 2 новых белых сорта гибрида французских, которые они нам очень советовали, которые подойдут, скорее всего, нам к нашим погодным условиям, к нашему теруару. Так что продолжаем эксперименты. Так я продолжу. Здесь был обычный лес. Мы его потихоньку корчевали. Можно поверить вообще, что здесь лес был. Сажали виноград, и в какой-то момент образовались условия, стало возможно взять кредит. Российская Федерация, льготный кредит. Мы за это ухватились, и, в общем-то, за 2 года построили все, что вы видите. Ника, у меня такой вопрос. Вообще, культура виноделия в таких странах, как Франция, Испания, она имеет какой-то особый статус. Его считают таким культурным кодом, что является частью идентичности, скажем, народа. А для Абхазии культура виноделия тоже очень древняя история. И, конечно, она не очень хорошо описано, как это у европейских.
Что вы делаете для того, чтобы восполнить вот этот письменный, нарративный пробел вот в истории виноделия Абхазии, чтобы вот это стало частью как бы вот, ну, культурным кодом Абхазии? Нет, давай я тебя поправлю. Давай. Во-первых, виноделие в Абхазии... Вообще, надо понимать, что сегодня признается исторической наукой во всем мире, что виноделие зародилось в двух местах. В Закавказье и в Месопотамии. Ну, это примерно территория... То есть это признано наукой, да? Да, абсолютно. Угу. И Месопотамия примерно территория современного Ирака. Поэтому говорить, что в виноделие там входит культурный код Европы, а у нас это как-то не так, это абсолютно неверно. Виноградарство и виноделие один из столпов культурного кода абхазов, прежде всего. Но мы хотели бы... Вот... Всех закавказских республик, и в том числе и Абхазии. Давайте говорить научными терминами. Виноградарство, виноделие считается, что первое зародилось в неолите. Это нижняя часть каменного века. То есть это от 3 до 6 тысяч лет назад. Никакой Абхазии, Грузии тогда не было. Да? Но, тем не менее, вот именно на этих территориях оно и зародилось, и потом стало двигаться. Финикийцы привезли уже эту культуру в Грецию, греки в Рим, и римляне во время своих завоеваний разнесли уже по всей современной Европе. Это вообще очень интересная тема. Я всегда с удовольствием представляю этого первого человека каменного века, который попробовал... Вкусил, да? Окультурил виноград. Который попробовал эту вот сбродившую ягоду винограда, видимо. Никто же этого не знает точно, как это произошло. Ну, других путей нет просто. Что он должен был почувствовать? Наверное, страх какой-то страшный, потому что он захмелел. Но ему это понравилось, и он повторил. Потом ему это понравилось. Ну, да. О том периоде, о котором мы говорим, помимо брожения вина, они пользовались и другими как бы травами, которые тоже как бы выводили. Но, Ника, у меня такой вопрос все-таки. Если говорить о культуре виноделия в Абхазии, вот те сорта винограда, о которых ты сейчас говорил, они как бы привнесенные. Ну, они могут адаптироваться, прижиться здесь. А что делается для того, чтобы понять, какие сорта винограда были в Абхазии, какие были рецепты изготовления вин или технологии? Что-нибудь с этим делаете вы? Ну, это два разных вопроса. Давай я попробую ответить. Ничего придумывать не надо. Многие очень, более сотни, под 150 сортов абхазских аборигенных сортов винограда известны. Другое дело, беда в том, что практически подавляющее большинство из них утеряно. Ну, виноделие в Абхазии тоже развивалось волнами, да, были периоды подъема, уже уйдем от 3-го тысячелетия, 6-го тысячелетия до нашей эры, там, в средние века. Во времена Генуэзской республики это был подъем, потом, когда здесь преобладало турецкое, османское влияние, спад, потом опять в 18-19 веке подъемы. К 30-м годам нашего 20 века уже практически большинство сортов было утеряно. Мы их знаем только по описаниям средневековым, позднейшим и по работам различных ученых. На сегодня, тем не менее, мы эту работу уже сколько-то лет ведем, лет 10, наверное. На сегодня мы можем говорить, что о устойчивом возрождении 4 сортов. И продолжаем работать дальше. У нас в коллекции сейчас до 25 сортов в стадии изучения. Абхазских вин? Да, абхазских, естественно. Стадия изучения – это как? Стадия изучения – это стадия их подтверждение. Подтверждение да, их это генетический анализ. Да? Угу. Да, ну, на самом деле, вот довольно большой процент из них, скорее всего, окажется не абхазскими, не подтвердится. Ну, например, вот из там первых 10, которые мы послали на анализ, подтвердилось вот 4. А как это подтверждается? Генетика. Ну, то есть, вот существуют специальные институты во всем мире, где есть банки данных генетические,
Потом есть возможность как бы отсеивания, да. И вот несколько сортов, 2 из тех, которые мы нашли, в этом банке данных не существует, то есть они не принадлежат ни к одному сорту, который известен. Тогда мы можем утверждать, что это действительно вот абхазский сорт, тот, о котором название которого у нас сохранилось. Ну, в принципе, в Средневековье, естественно, и даже в античный период, я помню, мы копали Гевенос, там в VI веке до нашей эры мы нашли корзину, в котором были, ну, грозди не видны, но косточки винограда. Это говорит о том, что они производили вино, что-то привозили, что-то отсюда уходило. Батал Самсонович, вот в Нардском эпосе один из очень ярких эпизодов, который вот у вас на винзаводе прекрасное полотно, там как раз Вадзмакят, это там вино, на самом деле в Нардском эпосе эпизодов. А эпос древний. Да, там же сначала Сосрыква побеждает великанов, и в их этой крепости там много растений он находит, в том числе виноград. Потом уже, когда вот случилась эта драма с дележом наследства их отца, Сосрыква попросил оставить ему только вот этот кувшин. Вадзмакят, да. И больше ничего не хочу брать. И, в общем-то, на этой почве они переругались. В итоге скинули этот кувшин, он разбился. Да, и семена. Да, и эти семена, значит, во-первых, вино разлилось, люди попробовали вино, и семена распространились по всей Апсны. Но это одна из легенд наших древних, говорящих о том, что виноделие у нас действительно древняя культура. А есть еще же легенда про Брскила, который раздвигал лозы винограда, чтобы дать людям возможность пройти дальше. Да. То есть мы можем сказать, что это было с древнейших времен культура виноделия. У меня такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, чем связан вот этот бум виноделия вот за последние 15-20 лет, если такая древняя культура, вот именно сейчас? Появились ваши вина, появились вот Алхаз Аргун, появились другие виноделы. Это связано с тем, что вот это легко извлекать прибыль, или это связано с интересом к самой культуре виноделия, как его возродить, или, может быть, взаимосвязано? Все вместе. Смотри, в большей степени разговор о том, что не просто легко, даже не легко изымать прибыль, а там, о больших прибылях виноделов, это, к моему сожалению, миф. Доказать это очень просто. Давайте вспомним хоть одного мультимиллионера-винодела. Их нет. Их нет. В природе не существует. Миллионеры существуют, но мульти нету. Но одно из направлений даже с миллионерами, давай не будем да? уточнять, если существует, то это единицы. Единицы, и это не виноделы даже, скорее, а негацианты от виноделия. Вот. Но, тем не менее, это очень красивый, сейчас популярный во всем мире бизнес. Все богатые люди хотят иметь где-то свой виноградник, покупают их, содержат. Очень небольшой процент из них извлекает оттуда какую-то прибыль великую, среднюю. Но это действительно красиво, модно. И многие хотели этим заниматься. Почему в Абхазии такой бум? Я имею в виду промышленное производство, потому что практически каждый крестьянин имел свое вино, и мы всегда могли почувствовать разницу того вина хозяина или другого. Здесь много факторов сошлось. Во-первых, вот тот же возвращаемся к нашему генетическому коду, в котором заложена любовь к виноделию. Да? И все наши, ты правильно говоришь, все наши старики и прошлые поколения, в каждом доме был свой виноградник, или почти в каждом, и этим занимались. Потом, в сложные времена, все это пришло в упадок, и сейчас ребята с удовольствием об этом вспоминают и этим занимаются. И экономика, конечно, имеет большое значение. К нам стало приезжать много туристов, им нужно поставить на стол качественное вино. Соответственно, есть ниша, которую стали занимать. Мне хотелось бы все-таки вернуться к истории музея. Всегда у вас конкретно и вообще
в эти последние годы все равно есть такое свое отношение, или, я не знаю, такая дружба с искусством, с культурой. Это фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Кстати, была лимитированная коллекция, сейчас выпущена вина Дива, да, это было очень красиво. Мы каждый год ее делаем. Каждый год ее тем более делаете, да. Но вот перед тем, как появился музей здесь, да, была книга, было исследование проведено, и как результат, я бы хотела, чтобы вы все-таки рассказали немного о музее, и я сегодня вот узнала, что он общедоступный. Сюда можно приехать, посмотреть. Мне кажется, это очень важная информация. Ну, это ж цепочка событий, да, ты правильно говоришь, мы начинали с книги. Почему вообще захотелось эту книгу издать, написать и издать? Потому что это вот примерно то, о чем я говорил. Зарождение виноделия происходило в незапамятные времена на территории Закавказья, и даже можно сузить немножко, это вот Черноморское побережье Кавказа, скорее. Некоторые современные государства пытаются прописать эту заслугу себе и сокращают рамки вот этого вот ореола, значит, возникновения винограда до своих личных границ. Поэтому в книге мы просто пытались показать, что и вот часть Абхазия, как часть, современной Абхазии, как часть вот этого ореола, тоже является одной из прародин виноградарства. Для этого пришлось проводить определенные там археологические работы, лингвистические работы. Ты как историк, наверное, лучше меня. Да, я пока молчу просто. Да, и когда мы этим занимались, выяснилось, что существует огромное количество артефактов, которые это подтверждают. Но почему-то как-то так исторически сложилось, что об этом мало известно. Ну, вот мы всегда знали там про бамборского винопийцу, да, пожалуй, и все, да. Хотя это, конечно, великий памятник тоже нашей культуры, но оказалось, что их много. Совершенно логично было создать музей, чтобы люди могли прийти и посмотреть, увидеть своими глазами. Я сам был потрясен, когда мне показали артефакты там 6 века до нашей эры, 9 века до нашей эры, найденные на территории Абхазии. И это кувшины, орудия труда, именно винодельского, да, и так далее. Пифосы. И там есть более уже поздние потом вещи, уже практически вещи с 18-17 века, с такого домашнего абхазского виноделия. Ну, на мой взгляд, музей очень интересный, я сам с удовольствием. Ну, мы сейчас скоро туда пройдем и посмотрим. Но знаешь, в чем дело? Вот есть такое понятие институционализация. То, о чем мы говорим, если она не имеет как бы подкрепления артефактами, оно не является частью как бы истории, культуры. Да, мы всегда говорили, что у нас есть культура виноделия, но она не была подробно описана. И сейчас еще все еще нуждается в научном изучении. Это первое. Второе, то, что вы стали производить массу вин, и которые невозможно отрицать, что на земле в Абхазии можно выращивать любые сорта. И третий момент институционализации, который я вижу, это создание этого музея. Музеев там много, но вот такой конкретный музей, связанный с вином, виноградом, виноделием, это вот, пожалуй, первый. Хотелось бы, конечно, его посмотреть. И, скорее всего, артефакты будут собираться и постепенно, и больше, и больше. Большая заслуга у нас есть молодой ученый Фарид Кубахин. И он молодец, он этим очень плотно занялся уже, наверное, лет 5. Сейчас заканчивает кандидатскую диссертацию. Я думаю, у него впереди и докторская, потому что он оказался такой серьезный ученый и с удовольствием этим занимается. До этого книги не было других исследований по виноделию Абхазии? Вот прямо вот по истории виноделия Абхазии никаких работ не было, нет. Есть, в общем-то, описание сортов, есть там работы советских ученых, но вот прям заниматься историей виноделия в Абхазии. Я вам предлагаю, вместо того, чтобы мы продолжили разговор о музее, все-таки посетить его, и вы нам расскажете.
Вот несколько лет назад на винзаводе мы делали выставку. Она была очень камерная, но там было больше о живописи и так далее. Но вот если бы сегодня я не напросилась к вам сюда в музей с Баталом Самсоновичем, вы бы не показали нам вот такую вот роскошную экспозицию, потому что, да, здесь более сотни экспонатов, но они древние. Давайте будем делать официальное открытие. Да, непременно. Тогда всех пригласим. Да. Но я бы сказал, что вот коллекция, которая тут собрана, она, конечно, уникальна, хотя бы потому, что она как бы конкретно по конкретной как бы культуре, вот вином, тематике. Предметы тут широко, тут 6 века, то, что я успел увидеть до... А какой самый древний экспонат у вас здесь? Ну, мне кажется, 6 век, наверное. 6 век, да, Что я рад. да. Ну вот, конечно, было бы интересно сделать официальное открытие музея, но, конечно, я понимаю, что вам время нужно, чтобы его зарегистрировать. Он же должен быть зарегистрирован, как есть статус музея при учреждении. Свой статус, полное описание, не просто датировки, полное описание всех предметов. И я думаю, что он будет просто для туристов, для местных жителей, то есть... Ну, вообще, на мой взгляд, это так усиливает статус всей этой истории. И так есть история, а вот это все, вот не каждый же музей может действительно похвастаться такими экспонатами. Поэтому и вино становится как бы целое... И вино становится другим. Тут видишь, и тут это. Да. Ау, и еще кто этот возглавляет? Николай. Ну, это важно. Правнук Батыка из Ачадары. И Сколько вот так. длится эта история, если вот переложить ее в цифры? Нет. Семейная? Семейная, да. Ну, с начала 30-х годов, скажем так. С конца... Ну, это практически более 100 лет получается. 100 лет. Уже 100 лет. Да. А твои дети будут заниматься вином? Ну, один уже технолог здесь работает. Вот закончил в этом году, начал работать. Вино любит историю. Мы вообще исповедуем такой, знаешь, семейный образ предприятия. Мне нравится, что приходят дети моих сотрудников, начинают работать. Николай Владимирович, а вот когда человек производит вино и производит так долго, он же всегда дорожит, правда, репутацией. Вот это же очень важно, чтобы его продукт – это всегда часть его истории, да? И ты хочешь, чтобы это было? Конечно. Ну, слушайте, мы же знаем там мировые бренды, которые стоят сумасшедших денег. Поверьте, они не в 2000 раз лучше по качеству, чем наше вино. Имидж. Имидж. Ник, один такой вопрос. Смешной, конечно. А какая похвала тебе больше нравится, дегустационно, скажем? Первый глоток, когда он сделал, или когда 121-й? Какая, на твой взгляд, является реальной? Ну, знаешь, любое хорошее мнение профессионала имеет большое значение. Нет, я понимаю, но первый глоток или 121-й? Третий. Третье? Да. Все. Будем знать. Мы пока по одному глотку сделали. Ну, сейчас мы наверстаем. Ну, все. Идем дальше. Идем дальше. Но я тебе скажу, гениально вот все выставлено. Мы практически полдня провели в Лабре. Приехали, было солнце. Сейчас вечереет, закат. И тут каждый пейзаж просто необычный. Для меня наиболее яркое впечатление – это, конечно, то, что здесь любят историю. То, что тут не просто относятся к виноделию как к коммерческому предприятию, а помнят, что культура виноделия очень древняя. Издаются какие-то научные публикации, делаются экспертизы, но после того, как я посетил музей, в котором собраны такие артефакты, ну или копии с артефактов, неважно, это целостная картина, я просто жду официального открытия музея. Я думаю, люди должны знать, что вот такая точка культурная есть. И еще, что мне нравится, династичность, что его... Вот уже в 4-м поколении его сын занимается виноделием. Это очень важно. Батал Самсонович, вы совершенно правы. Цель нашего сегодняшнего приезда и то, что мы провели здесь полдня и много снимали, общались, размышляли, была сведена к одной цели –
что Лабра – это не только ресторан, это не только производство. Это очень интересный культурный пласт, где есть место музею, где есть современная площадка для проведения каких-то мероприятий, где само здание, вот у которого мы стоим, да, это же тоже архитектурная мысль. Все это сводится к тому, что это очень красивый, интересный пример того, как старое с историей может жить в нашем современном мире, быть актуальным, интересным и иметь, самое главное, перспективу. И иметь к нам отношение. И иметь к нам отношение, да. Да.